Сотни казахстанских студентов застряли в китайском городе Ухань. Очаге нового коронавируса. 11-миллионный мегаполис оцеплен. Молодежь пытается запастись продуктами в условиях блокады. Родители в Казахстане не находят себе места. Никаких новостей. Все так же, да. Абсолютно, да? Вот поэтому не кушайте ничего такого. Перетерпите немного. Хорошо, доча? США могут ввести запрет на въезд граждан нескольких государств, включая Кыргызстан. В чем причина столь жестких мер? С 2020 года будет ограничиваться въезд гражданам тех государств, в которых не действуют биометрические паспорта. В среде трудовых мигрантов из Центральной Азии набирает популярность поэзия. Стихотворцы на своих языках пишут о ностальгии по родине, о тоске по маме и о многом другом. Во время вдохновения, когда приходит, легко мне пишется вот такие романтические, лирические такие стихи. А когда иногда в ярости, я могу как-то сильно критиковать. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Казахстанские студенты застряли в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса. Они не знают, как быть в данной ситуации. Китайские власти объявили карантин, въезд и выезд в город строго запрещен. Родители этих студентов просят казахстанские власти помочь их детям вернуться на родину, пока эпидемию не удастся остановить. Шалпан Разбекова с подробностями. Никаких новостей. Все так же, да. Абсолютно, да? Вот поэтому не кушайте ничего такого. Перетерпите немного. Хорошо, доча? Рабига Сисингалиева в беседе с дочерью, которая учится в одном из университетов Уханя, советует быть разборчивой в еде. Женщина опасается за ее здоровье. Причина появления китайского коронавируса до сих пор неизвестна. По словам главного санврача Казахстана, данные, которые они получают от коллег из других стран, не стопроцентные. Источники говорят о том, что пока не утвердительном порядке, что причина заболевания – это животные, в первую очередь это летучие мыши, вот есть связь с млекопитающими, как белуха, кролики, птица, даже такие экзотичные продукты, как дикая кошка, вот, енотовидные собаки. Таких родителей, чьи дети сейчас обучаются в университетах китайского Уханя, десятки. Все они бьют тревогу. Казахстанские студенты, которые хотели бы вернуться домой, пока ситуация не улучшится, застряли в самом очаге инфекции. Родители утверждают, что дети абсолютно здоровы, но не хотели бы, чтобы они заразились. В числе таких родителей и Рабига Сисингалиева. Она обращается к казахстанским дипломатам. Дети, которые находятся сейчас в Ухане, они все здоровы. Там нет среди них больных. Вот. Я еще раз прошу вас. Помогите нашим детям. Пусть они вернутся на время, пока не пройдет эта эпидемия. Но пока со стороны властей каких-либо действий не последовало. В Министерстве иностранных дел от комментариев отказались. А по словам главного санврача Казахстана, детям лучше остаться там, до снятия карантина. Говорит, таковы правила эпидемиологии. Но и сидеть без дела они вроде как не намерены, отметил Бекшин. Только на данный момент все еще не ясен план действий казахстанских дипломатов. Коли наши студенты уже там проконтактировали, то мы должны получить их здоровыми. Они должны пролечиться там. Вот этот вопрос. А сейчас, конечно, нужно им помочь через Министерство иностранных дел, консульство с информацией, но забирать их оттуда сейчас, вывозить, будем говорить, это очаг инфекции. С очага уже невозможно. Надо убедиться в том, что они здоровы, не инфицированы. Между тем, в Минздраве отмечают обострение ситуации вокруг коронавируса. На данный момент всего зарегистрировано 571 случай заражения и 17 летальных исходов. В Казахстане не зафиксировано ни одного случая. Санврачи утверждают, что ситуация под контролем, несмотря на то, что против коронавируса даже нет необходимых препаратов, а лечат в случае заражения, грубо говоря, как от обычного гриппа. Специфического лечения нет. По состоянию больного врачи-инфекционисты будут лечить его по симптомам. Что нужно лечить в данный или тот момент. Между тем, по словам Бекшина, к борьбе с эпидемией казахстанские медики готовы. Просят при первых же признаках, а это температура, слабость и кашель, обращаться в больницу. И рекомендуют отказаться от посещения Китая до лучших времен. Шолпан Уразбекова, Ганизат Успанов и Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан.
США планирует ужесточить правила въезда в страну для граждан Кыргызстана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание The Wall Street Journal. По данным американских журналистов, визовые ограничения коснутся таких стран, как Беларусь, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания, рассказывает Джибек Бигалиева. В таких странах, как Кыргызстан, где только по официальным данным почти 1/6 часть населения находится в трудовой миграции, новость о визовых ограничениях в развитые государства воспринимается очень болезненно. Тем более, что Соединенные Штаты Америки – одно из самых популярных направлений для тех, кто хочет уехать на заработки. Но получить визу в эту страну для кыргызстанцев всегда было непросто. Теперь из-за того, что в стране до сих пор не могут ввести биометрические паспорта, Вашингтон может и вовсе ограничить въезд для граждан Кыргызстана. Такую причину назвали сегодня в Министерстве иностранных дел, хотя, по мнению главы внешнеполитического ведомства, эту инициативу президент Америки внес еще 3 года назад. Это предложение было внесено со стороны правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, уважаемые коллеги, что в 2017 году президент Соединенных Штатов Америки подписал указ, в соответствии с которым с 2020 года будет ограничиваться въезд гражданам тех государств, в которых не действуют биометрические паспорта. Из стран СНГ одно из государств, которое не ввело на сегодняшний день эти биометрические паспорта, это Кыргызстан. По этому вопросу в МИД уже вызывали посла США в Кыргызстане. Дипломаты обсудили ситуацию. Кыргызстанская сторона, по словам министра, обратила внимание на негативные последствия такого решения. В парламенте страны тем временем считают, что в стоп-лист США Кыргызстан попал совсем по другой причине. Как мне сообщили, наиболее вероятная причина возможного запрета Трампом на въезд в США кыргызстанцам – всемирно известная и позорная ситуация с поддельными паспортами. К слову, МВД сообщала о расследовании ситуации с выдачей Государственной регистрационной службы 36 поддельных паспортов в 2019 году. Впрочем, сами американские издания пишут, что речь не идет о полном запрете на въезд для всех граждан Кыргызстана. Ограничения могут распространяться на обладателей некоторых типов виз, например, для деловых или туристических поездок. Визовые ограничения США уже действуют в отношении граждан Северной Кореи, Венесуэлы, Йемена, Сомали, Сирии, Ирана, Ливии. Пополнить список этих стран могут в ближайшее время Белоруссия, Кыргызстан, а также ряд стран Африки и Юго-Восточной Азии. О потенциальном запрете властей США на въезд кыргызстанцам мы поговорим подробнее. У нас в гостях экс-посол Кыргызстана в США и Канаде Кадыр Токтагулов. Кадыр, здравствуйте. Новость о том, что США планируют ограничить въезд гражданам Кыргызстана, явно многих встревожила. В насколько серьезной ситуации оказался Кыргызстан? Ну, надо подождать, во-первых, когда будет известно окончательное решение президента США Трампа. Насколько я понимаю, это решение уже будет известно в понедельник. Сам он говорил об этом во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, о том, что будут добавляться несколько стран в тот уже существующий список. Мы знаем сейчас о том, что наша страна, возможно, в списке может оказаться только из американских источников, при этом официального подтверждения сейчас нет. И при этом говорится, что список может поменяться. Поэтому, если все-таки это произойдет, то это достаточно серьезная ситуация для нас, для наших граждан, потому что может достаточно, в какой-то мере еще ухудшить ситуацию с въездом в США для наших стран, потому что у нас и так уже уровень отказа, количество отказов в визах для наших граждан достаточно высокий. А как вы думаете, в США могут считать, что граждане Кыргызстана несут какую-то угрозу для Соединенных Штатов Америки? Нет, я думаю, что с нашей оценки, конечно, наши граждане не могут нести какую-то угрозу серьезную для безопасности США, но при этом я считаю, что надо обратить внимание на те вопросы, о которых говорили с американскими партнерами, то есть для того, чтобы не попадать в эту ситуацию, когда наши граждане и так уже имея серьезные ограничения во въезде в США, еще и плюс добавляются еще другие до этого несуществующие барьеры. А вот министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков говорит, что проблема в отсутствии у кыргызского загранпаспорта биометрики. Получается, проблема только технического характера. Но только ли в этом? Надо подождать, как я уже говорил, детали и то, если Кыргызстан окажется все-таки в этом списке, это будет, конечно, плохо. Нужно будет понять, из-за чего включит Кыргызстан в этот список, какие вопросы американская сторона поднимет перед нами. Если это технические введение биометрических паспортов, то я очень надеюсь, что наше правительство отнесется
к этому вопросу серьезно и в скором времени это решит. Но проблема с попаданием в списки американские, знаете в чем? Можно попасть туда, в этот список какой-то санкционный или ограничительный из-за одного вопроса, но потом уже ставится куча других вопросов для того, чтобы выйти из этого списка. Поэтому я боюсь, что если мы все-таки окажемся в этом списке, то может быть там скорое введение биометрических паспортов недостаточно оказаться, потому что это опять целая бюрократическая процедура со стороны американцев. А вот вас, как дипломата, хочу спросить, как на эту ситуацию можно повлиять чисто дипломатическими мерами? Ну, я считаю, что Министерство иностранных дел Кыргызстана делает все возможное для того, чтобы мы не попали в эту ситуацию. Уже министр сказал о том, что разговаривали и консультировались с американскими дипломатами. Вчера посол США в Кыргызстане Дон Лу приходил, объяснял ситуацию. Но я так понимаю, что официального подтверждения нет, и, соответственно, как бы и примета такого нет. Но при этом надо понимать, что американские власти, правоохранительные органы до этого уже поднимали вопрос о том, чтобы вводились биометрические паспорта, потому что биометрические данные — это один из основных условий для того, чтобы иностранцы могли въезжать в Соединенные Штаты Америки. Кадыр, вам большое спасибо. Я напомню, Спасибо, у нас в гостях был экс-посол Кыргызстана в США Кадыр Токтагулов. Международная организация по исследованию уровня коррупции Transparency International опубликовала ежегодный доклад. Авторы констатируют, что в 2019 году большинство стран мира практически не продемонстрировали прогресса в деле борьбы с коррупцией. Высшие эшелоны власти чрезмерно коррумпированы, разочарование граждан усиливает растущее недоверие к правительству и еще больше подрывает доверие общественности к политическим лидерам, выборным должностным лицам и демократии в целом, говорится в исследовании. Эта тенденция коснулась и ряда стран Центральной Азии, где недовольство вылилось в массовые протесты на улицах. Авторы исследования отмечают, что позиции центральноазиатских стран в индексе восприятия коррупции за прошедший год существенно не изменились. За это время Казахстан и Узбекистан в рейтинге немного улучшили свои позиции. Казахстан со 124 места на 113 и Узбекистан со 158 на 153. А вот положение Кыргызстана и Таджикистана изменилось незначительно. Если в прошлом году Кыргызстан был на 132 месте, то в этом на 126. Таджикистан сохранил за собой 153-ю позицию. Туркменистан, наоборот, скатился в группу стран с наиболее удручающим положением коррупции со 161 на 165 место. Исследователи указали на общие проблемы, существующие в странах региона: сильное политическое влияние на надзорные институты, недостаточная судебная независимость и ограниченная свобода прессы. Отмечается, что эти факторы способствуют чрезмерной концентрации власти в руках президентов. О новом докладе Transparency International сегодня мы поговорили с Алтынай Мурзабековой, региональным координатором этой организации в Восточной Европе и Центральной Азии. Алтынай, давайте немного разъясним зрителям, по каким критериям ваша организация оценивает уровень коррупции в той или иной стране. Ежегодно Transparency International выпускает индекс восприятия коррупции, который основывается на опросах среди экспертов и предпринимателей, которые проводятся международными организациями независимыми. И каждый год мы даем оценку коррупции в той или иной стране, но важно отметить, что эта оценка дается именно по восприятию коррупции в государственных структурах. Алтынай, вот в вашем докладе говорится, что в 2019 году большинство стран мира практически не продемонстрировали прогресса в деле борьбы с коррупцией. Тенденция по всему миру одна. Как вы думаете, с чем это связано? Да, это верно. И в том числе и в центральноазиатских странах наблюдается стагнация, либо же спад в нашем индексе. Это связано с тем, что политическая целостность, отсутствие политической целостности способствует коррупции, в том числе и в центральноазиатских странах. То есть в центральноазиатских странах по региону мы видим непрозрачный бюджет государственный, то есть злоупотребление государственными ресурсами в политических целях, конфликт интересов, да, ограничение разделения властей, то есть отсутствует баланс сдержек и противовесов. Все это способствует коррупции.
Алтынай, давайте теперь пройдемся по странам Центральной Азии. Узбекистан, несмотря на то, что в стране новый лидер, проводятся реформы, пресса стала свободнее, страна все равно заняла 153 место. А вот в той же Армении такие же реформы, но Армения значительно выше, на 77-м месте. Почему? Да, действительно проводятся реформы в Узбекистане, и государство несколько раз уже говорилось о том, что вот коррупция стоит в приоритете у властей Узбекистана, но, к сожалению, на таком месте, в одном из последних точках Узбекистан находится, потому что Узбекистан все-таки до сих пор является одной из самых авторитарных стран мира. То есть, несмотря на ослабления, которые они делают в сфере свободы слова, то есть они открываются, политическая система открывается перед международным сообществом тоже, но все-таки присутствует вот этот дисбаланс системы сдержек и противовесов, и, конечно же, очень сильное ограничение в плане свободы слова и работы гражданского общества. Алтынай, что касается Таджикистана, к примеру, власть там сконцентрирована практически в руках одной семьи, но республика соседствует с Узбекистаном, где ситуация на корню отличается. Да, в Таджикистане, к сожалению, такая же проблема сдержек и противовесов, то есть отсутствие сдержек и противовесов и отсутствие политической целостности. Вот. Таджикистан, последние новости из Таджикистана очень тоже огорчают в плане отсутствия свободы слова и нападения на журналистов и на гражданское общество. Смотрите далее в нашей программе. В среде трудовых мигрантов из Центральной Азии набирает популярность поэзия. Стихотворцы на своих языках пишут о ностальгии по родине, о тоске по маме и о многом другом. Во время вдохновения, вот когда приходит, легко мне пишется вот такие романтические, лирические такие стихи. А когда иногда в ярости, я могу как-то сильно критиковать. Власти Туркменистана по-прежнему держат в тюрьме осужденных в 2002 году по сомнительному делу о покушении на тогдашнего президента Сапар-Мурада Ниязова. Тогда вынесли приговоры и отправили в заключение более 60 человек. Впоследствии эти люди просто исчезли в тюрьмах. Для того, чтобы выяснить их судьбу, в 2013 году несколько международных правозащитных организаций начали кампанию «Покажите их живыми». Накануне правозащитники опубликовали официальное обращение к президенту Туркменистана. Они требуют освободить тех осужденных, чьи сроки заключения истекли. В обращении упоминаются имена 12 человек, у половины из них сроки истекли еще в 17, 18, 19 годах, у остальных они завершатся в этом и в следующем годах. В своем обращении компания призвала Гурбангулы Бердымухамедова использовать свои полномочия и обеспечить безусловное и беспрепятственное освобождение заключенных. В случае гибели кого-либо из них незамедлительно проинформировать об этом их семьи. Окончание срока наказания у целой группы заключенных из категории пропавших в тюрьмах, за судьбой которых пристально следит международное сообщество, дает правительству Туркменистана юридическую возможность и одновременно накладывает на него юридическое обязательство освободить этих людей, начав таким образом реальное решение проблемы насильственных исчезновений в тюрьмах. Я напомню, международные правозащитные организации в рамках кампании «Покажите их живыми» задокументировали более 120 случаев исчезновений в туркменистанских тюрьмах. Правозащитники утверждают, что в тюрьмах, где содержатся пропавшие, созданы нечеловеческие условия, соответствующие пыткам. Почти 500 000 иностранцев в минувшем году получили российское гражданство. Это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Большинство из них граждане Украины, это около 300 тысяч. Следом за ними идут граждане Казахстана, 50,5 тысяч. Таджикистанцы чуть меньше 44 тысяч, узбекистанцы почти 19,5 тысяч, кыргызстанцы 9,5 тысяч. Список замыкают граждане Туркменистана, почти 1500 человек. Популярность российского гражданства среди выходцев из Центральной Азии эксперты объясняют ужесточением миграционного законодательства в России. За последние годы стоимость патента на работу неуклонно растет. В свою очередь, суровые реалии жизни в России подталкивают мигрантов к поэзии. В Российской академии наук занялись изучением нового литературного жанра. Подробнее об этом расскажет наш коллега Муса Казаков. Когда этнограф Тахир Каландаров начал изучать миграцию в Россию из Центральной Азии, он сразу заметил, что от имени мигрантов говорит кто угодно – правозащитники, чиновники, даже противники миграции. Однако голос самих мигрантов практически не слышен. Именно тогда ученый обратил внимание на один из способов самовыражения мигрантов – стихами. В своей поэзии люди обращаются к вопросам социальной несправедливости и трудностей миграции.
Ученый говорит, что никто из тех, чьи работы он изучает, не имеет литературного образования и не является профессиональными стихотворцами. И, как оказалось, эта поэзия очень разная, она очень интересная, она и по тематике очень разная, там и, естественно, лирика есть, там и политические стихи есть, там и религиозная поэзия есть. Тахир перевел десятки произведений трудовых мигрантов с таджикского языка на русский. На удивление, поэзия оказалась востребована среди таджиков в миграции. Несмотря на загруженность работы и самый разный род занятий, люди находят время для прекрасного. Мигранты пишут и читают стихи в социальных сетях. Благодаря этому некоторые авторы становятся особенно популярны у публики. Кого-то даже приглашают на свадьбы и торжества продекламировать свои стихи. Эта тема очень популярна на Западе и даже на Востоке. В Китае, например, проводится очень много конкурсов среди мигрантов, которые пишут стихи или пишут рассказы, повести, романы. К сожалению, пока в России это не очень популярно. Хотя тематика стихов самая различная, практически у всех поэтов есть кое-что общее. В большинстве переведенных Тахиром работ в той или иной степени прослеживается нескончаемая тоска по родине и близким. «Мамочка, зачем ты меня вырастила? Вырастила и куда отправила? Растила с любовью меня и на чужбину отправила. В чужом городе сердце грустит. Хочу домой, но кто же отпустит? Нет ни друга, ни подруги. В этом городе нет нормального человека». Була родом из Таджикистана. Он выкладывает свои стихи в Facebook. Мужчина пишет на шунганском, одном из диалектов памирских языков. У него собственная аудитория. За десятилетия в России он уже сменил не одно место работы, от кассира в магазине до строителя. Но неизменным для него остается только поэзия. Мужчина рассказывает, что, будучи кассиром, из-за нехватки времени порой записывал свои рифмы прямо на чеках и уже потом публиковал в социальных сетях. Он не стесняется своего творчества и охотно делится им с друзьями. Когда я спокоен, да, стабильное состояние такое, во время вдохновения, вот, когда приходит, легко мне пишется вот такие романтические, лирические такие стихи. А когда иногда в ярости, я могу как-то сильно критиковать. Мужчина убежден, что поэзия в крови у таджикистанцев, а такие столпы, как Омар Хайям, Джалаладдин Руми и многие другие, являются тому подтверждением. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время Азия», Россия, Москва. Сегодня на нашем канале очередная серия проекта «Человек на карте». Автор Екатерина Пономарева расскажет о Парвизе из Таджикистана. Когда-то торговал конфетами под мостом на рынке, а сейчас у него свой бизнес по продаже сим-карт и авиабилетов для мигрантов. Также он ведет успешные блоги, у него десятки тысяч подписчиков. Это съемки ролика для YouTube-канала Sunboy TV, который ведет мигрант из Таджикистана. Его зовут Парвиз. У него здесь в Екатеринбурге свой магазин по продаже сотовых аксессуаров. Мы здесь снимать ролики пришли. Про что ролик? Про мигрантов, как живут в России. В Таджикистане он был преподавателем английского и корейского языка. Приехал в Екатеринбург, начал свой бизнес, вот завел свой блог. Про него эта серия. «Человек на карте» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 23:30 по времени Бишкека и Нур-Султана. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Они изобрели устройство, стоящее несколько сотен евро, которое хотят все люди на Земле. А людям хочется звонить из коттеджа или с лодки, переносного у нас нет. Так что я решил его собрать. Я изобрел текстовые сообщения. Компания планировала создать больше 10 тысяч рабочих мест. Nokia